Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в студии Республиканского медиацентра. Сегодня мы собрались по прекрасному поводу. Это вручение международной стипендии «Знанием победишь». Напомним, что это именная стипендия первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Николаева, которая традиционно вот уже 20-й юбилейный раз проводится именно в этот день, 13 ноября, в день рождения Михаила Ефимовича. На протяжении многих лет церемония вручения стипендий проводилась на сцене Саха-театра, а в последние 2 года по известным причинам этот проект обрел новый формат. Именная стипендия «Знанием победишь» – это признание педагогического мастерства и новаторства, поддержка одаренных, талантливых детей и взрослых. Лауреаты премии – это лучшие обучающиеся победители всероссийских олимпиад и научно-практических конференций, педагоги-профессионалы, подвижники культуры, науки и образования, вдохновляющие окружающих на познание, научные открытия и творчество. Лауреатов международной стипендии «Знанием победишь» поздравляет глава нашей республики Айсен Сергеевич Николаев. Уважаемый Михаил Ефимович, уважаемые стипендиаты, учителя и организаторы церемонии. От имени руководства Республики Саха-Якутия и от себя лично тепло и сердечно поздравляю вас с торжественным вручением именных стипендий первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева «Знанием победишь». В этом году именная стипендия «Знанием победишь» вручается в 20-й раз. За эти годы стипендия по праву стала одной из ведущих премий России, направленных на поддержку и выявление талантливых детей и высокой оценки деятельности учителей и педагогов. Ежегодно лауреатами премии становятся учащиеся школы республики, достигшие наилучших результатов в науке и технологиях, всероссийских и международных предметных олимпиадах, культуре и искусстве. Премии также награждаются педагоги и ученые, внесшие значительный вклад в образование и всестороннее развитие талантливых и одаренных детей нашей республики. Среди лауреатов именной стипендии мы гордо называем имена ректора Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александра Мажуга, участника команды разработчиков антиковидной вакцины «Спутник Ви» Данила Пупова, кандидата математических наук Петра Сивцева, лауреата Государственной премии имени Владимира Ларионова Лены Дедюкиной, музыканта и педагога Сергея Деминова и многих других. Сегодня обладатели именной стипендии «Знанием победишь» своими компетенциями, глубокими знаниями, лидерскими и организаторскими способностями продолжают прославлять родную страну, внося своим трудом большой вклад в ее социально-экономическое развитие. В современном мире знания и компетенции служат ключевым фактором успеха. В эпоху цифровой трансформации как никогда нужны новые знания, добытые упорным трудом и стремлением к самосовершенствованию. Знанием можно победить и решить вызовы, стоящие перед современным обществом. Отрадно, что в день своего рождения Михаил Ефимович Николаев продолжает дарить людям радость и счастье, делиться позитивной энергией, вручая именную стипендию «Знанием победишь». В этот знаменательный день от имени всех якутян мы поздравляем глубоко уважаемого Михаила Ефимовича с днем рождения и выражаем слова огромной признательности за поддержку школьников, учителей и педагогов, которые своими знаниями, талантами и упорством достигают больших успехов в учебе, педагогической, научной и исследовательской работе. Дорогие друзья, желаю вам новых побед и свершений, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев.
А сейчас я передаю слово заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергею Местникову. Уважаемый Михаил Ефимович, дорогие гости и стипендиаты, позвольте от имени правительства Республики Саха-Якутия приветствовать всех участников торжественной церемонии вручения именной стипендии первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Именная стипендия первого президента «Знанием победишь» – это признание достижения одаренной, талантливой молодежи, признание педагогического мастерства и новаторства учителей. Лауреаты премии – это победители всероссийских олимпиад, научно-практических конференций, педагоги и профессионалы, подвижники культуры, науки и образования, которые вдохновляют окружающих на познание, научные открытия и творчество. За 20 лет лауреатами именной стипендии первого президента стали более 100 обучающихся и педагогов из нашей республики, России и мира. Среди лауреатов есть выпускники знаменитых университетов, ведущих научно-образовательных центров России и мира, артисты оперы и балета, концертмейстеры, специалисты ведущих индустриальных компаний и ученые. Уважаемый Михаил Ефимович, получение вашей стипендии – это престижно, значимо и почетно. Позвольте воспользоваться этим моментом и поблагодарить наших лауреатов за упорный труд и желание сделать нашу республику, страну лучше. Ваша поддержка, опыт, наставления, успешно соединяя традиции прошлого с инновациями, вдохновляют нас всех поставить еще высокие цели и помогают достигать их. Уважаемые участники и лауреаты, поздравляю вас с этой наградой, желаю вам дальнейших успехов и новых высот. Уважаемый Михаил Ефимович, позвольте еще раз от имени правительства республики и лично от себя поздравить вас с днем рождения и пожелать вам крепкого здоровья и нескончаемой энергии. Спасибо, Сергей Васильевич. А я напоминаю, что стипендиатами премии «Знанием победишь» становятся российские и иностранные деятели, внесшие вклад в развитие образования, культуры и искусства нашей республики. И вот уже 20 лет именная стипендия «Знанием победишь» находит своих героев среди лучших педагогов и обучающихся. За это время лауреатами стали 66 педагогов и 48 обучающихся из разных регионов России. А 4 года назад этот проект приобрел международный статус. Поэтому стипендиатами могут стать не только российские, но и иностранные граждане. Так, в прошлые годы лауреатами стали руководитель образовательных учреждений, советник правительства Гонконга Патрик Хак Чан Клам и преподаватель из Южной Кореи Но Тэ Чол. Но как все начиналось? Давайте перенесемся в 2002 год. Именная стипендия «Знанием победишь» – это признание педагогического мастерства и новаторства, реальная поддержка одаренных и талантливых детей, лауреаты премии «Лучшие обучающиеся», победители всероссийских олимпиад и научно-практических конференций, будущий цвет национальной интеллигенции, кому можно доверить будущее нашей республики. Учителя-профессионалы, подвижники культуры, науки и образования, вдохновляющие юные умы и сердца на познание, научные открытия и творчество. На протяжении 19 лет лауреатами именной стипендии стали 66 педагогов и 48 обучающихся. География награжденных обширна. Среди награжденных есть преподаватели и научные сотрудники школ и университетов России и азиатских стран. С 2018 года стипендия «Знанием победишь» имеет международный статус с возможностью предоставления стипендии иностранным гражданам. Стипендия «Знанием победишь» присуждается по рекомендации общественной комиссии. Ежегодно Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия в рамках торжественной церемонии вручения стипендии первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева «Знанием победишь» проводятся различные мероприятия, научно-популярные лекции, выставки, мастер-классы, экскурсии и другое. Традиционно проводятся лекции стипендиатов текущего года по актуальным научным темам. Одновременно организуются выставки. В этом году в связи с мировой пандемией культурно-массовые мероприятия были организованы в дистанционном формате.
В этом году поступило 51 заявка, 33 от обучающихся и 18 от педагогических работников. И 6 ноября общественной комиссии был представлен список кандидатов этого года по отбору претендентов на стипендию. А 9 ноября Михаил Ефимович Николаев утвердил список стипендиатов 2021 года. С поздравительным словом у нас в эфире член общественной комиссии стипендии «Знанием победишь», член Российской академии наук, академик, доктор биологических наук Никита Соломонов. Дорогие земляки-якутяне, всех сердечно поздравляю с очень интересным мероприятием. Михаил Ефимович Николаев, наш первый президент, очень много сделал для развития нашей науки, образования, в том числе в последнее время, последние 20 лет, он опекает, поддерживает выдающихся учителей, выдающихся учащихся, которые участвуют в научно-исследовательской работе нашей республики. Михаил Ефимович одним из первых дел нашей республики поставил задачу, что республика может развиваться хорошо только в том случае, если она будет опираться на науку и образование. И вот одним из его интересных инициатив является так называемая премия «Знанием победишь». Но эта премия очень интересная. Она интересна по охвату тематическому, она интересна по охвату географическому. Надо сказать, что это, созданная для якутян премия, на самом деле очень скоро стала международной. Но вы знаете, в составе, даже если взять лауреатов этой премии, то мы можем увидеть среди них выдающихся математиков, скажем, из Румынии, можем увидеть выдающихся учителей из, скажем, Гонконга, выдающихся профессоров из Сингапура, то есть из многих стран, где наука и просвещение поставлены на высокое месте. Это движение охватывает, поощряет людей очень широкого профиля. Это и наука, и искусство. Мы знаем тут очень много участников с детской школы музыки, с балетной нашей школы имени Посельских и так далее, и так далее. И во-вторых, широкий охват именно людей, которые, все свои силы, энергию дали этому движению. Это прежде всего, конечно, учителя, это те, кто воспитывает наших ребят. Но мне кажется, особенно близкие для нас товарищи, это доктор Лам из Гонконга. Он организовал тоже своего рода очень большую, многотысячную, как говорится, школу в Гонконге. И система его подготовки, развития творческих способностей. Он многократно бывал в нашей республике вместе со своими учениками, и они здесь теперь приезжают как награду. Если они очень хорошо у себя работают, а они тоже творческие работники, это школьники, то как награду они получают возможность поездки в Якутию. Это тоже о чем-то говорит, потому что именно наша Якутия, наша школа, оказывается достаточно привлекательной не только для
наших якутских, не только для российских, но и даже вот известных зарубежных учителей, ученых и так далее. Но я сердечно поздравляю всех тех, кто принимает участие в этом движении. Я надеюсь, что это движение будет продолжаться. Я сердечно поздравляю, конечно, нашего первого президента, который так много сделал для развития науки, просвещения не только в нашей республике, не только в России, но и в международном масштабе. Лауреатов Международной премии «Знанием победишь» поздравляет Владимир Егоров, член общественной комиссии стипендии «Знанием победишь», генеральный директор целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия. Владимир Анатольевич, вам слово. Уважаемые участники торжественного мероприятия, прежде всего, позвольте от всего сердца поздравить нашего глубоко уважаемого Михаила Ефимовича. С днем рождения, Михаил Ефимович! Крепкого вам здоровья, активного долголетия, новых плодотворных идей и счастья вам и вашим близким. Для всех нас 13 ноября – это особо значимая дата. Мы ценим и гордимся тем, что вот уже на протяжении многих лет бок о бок работаем с признанным духовным лидером, настоящим патриотом, дальновидным руководителем, которого по праву искренне любит и безмерно уважает свой народ. Мы ценим, Михаил Ефимович, ваши советы, дельную критику и доброе слово в нужный момент. Напомню, что именно Михаил Ефимович еще в 1992 году принял стратегическое решение о создании целевого фонда будущих поколений. Потом были созданы совершенно новые, революционные на тот момент организации по развитию талантов наших детей. Физико-математический форум «Ленский край», Высшая школа музыки, хореографическое училище, училище Олимпийского резерва. Все это заложило фундаментальную основу для всестороннего развития подрастающих поколений, а значит и прорывного развития всего региона. Сегодня, сохраняя добрые традиции и высокие ценности, мы держим курс на развитие человеческого капитала, поддержку огромного потенциала якутян, всестороннее и гармоничное развитие детей и молодежи. Ценность именной стипендии первого президента «Знанием победишь» заключается именно в этом. Это признание заслуг наших ярких, трудолюбивых, целеустремленных и преданных своему делу людей. И вместе с тем, это большая ответственность и стимул для дальнейшего созидательного развития. Знание – сила. И это доказывают все обладатели именной стипендии прошлых лет. Многие из них уже показали выдающиеся результаты в самых различных областях. Сделали научные открытия, создали высокие произведения искусства, воспитали талантливых учеников. А некоторые еще штурмуют свои высоты, некоторые даже космические. И главные достижения у них еще впереди. Но всех их объединяет искреннее желание узнавать новое, развиваться самим и развивать нашу любимую республику. Я поздравляю сегодняшних номинантов и желаю вам никогда не терять этот интерес к познанию себя и окружающего мира, стремление к совершенству и постоянному саморазвитию. Наш мир стремительно меняется. В одночасье могут обнуляться различные материальные активы, технологии, те или иные природные ресурсы, но остаются неизменными ценностями ум, талант, интеллект и знания. Так давайте будем и далее развиваться, получать новые знания и созидать будущее вместе. С праздником! Спасибо, Владимир Анатольевич. А сейчас я с удовольствием представляю вам музыкальный номер Алисии Пак, студентки второго курса Якутской балетной школы имени Аксиньи и Натальи Посельских.
приветственным и поздравительным словом в нашей студии председатель общественной комиссии стипендии «Знанием победишь» Афанасий Ноев. Здравствуйте, Афанасий Иванович, очень рада вас видеть в нашей студии. Вечер добрый. Добрый день, уважаемый, глубоко уважаемый Михаил Ефимович. С днем рождения, счастья и добра. Үтө күннен өтік маны бастакы президент Михаил Ефимович Николаев төрәбі күнгінен Джон Серген атыттан ититик истинне гордоливит. Дорогие друзья, сегодня действительно очень волнительный, торжественный день, когда мы 20-й раз вручаем именную стипендию первого президента нашей республики. И мы очень признательны, что действительно на протяжении 20 лет Михаил Ефимович продолжает традиции, которые он заложил, и поддерживает наших одаренных, талантливых детей, школьников, учителей, педагогов, деятелей науки, которые проявляют себя в образовании, в науке, и которые достигают лучших результатов в России, в мире, и показывает действительно, каким должен быть современный школьник, учитель 21 века. Уважаемый Михаил Ефимович, разрешите от вашего имени сегодня вручить именные стипендии лауреатам 21 года и пожелать им успехов, удачи. И действительно, как было сказано, стипендия «Знанием победишь» Белиннен Кыян. Это знак и признательности, и знак того, что ученик, учитель должны стремиться еще к высотам, которые они еще не достигли и должны достигать. Поэтому мы хотели бы им только успехов и творческих начал. Итак, в этом году премии удостоено 5, 3 ученика и 2 педагога. Давайте с ними познакомимся. Кырилов Виталий Александрович, ученик 11 класса Сунтарского политехнического лицея-интерната, дипломант 3-й степени в секции «Фундаментальная медицина и биология» 4-й Всероссийской научной конференции учащихся имени Лобачевского, город Казань. Дипломант 3-й степени в секции создания новых материалов Международного Дистан-форума научной молодежи «Шаг в будущее. Молодежь мира вызовом современности». Лауреат в секции физико-технические науки 8-й Республиканской научно-практической конференции «Науки юношей питают». Дипломант 2-й степени Республиканской научно-практической конференции «ЮНИКС». Победитель в направлении «Новые материалы» регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в Республике Саха-Якутия. Действительный член Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Член Российского движения школьников, член Юнармии, президент Школьной физической академии. Виталий сейчас у нас в студии. Добрый день, Виталий. Мы вас поздравляем с получением стипендии. Скажите, пожалуйста, что дает вам получение этой стипендии? Хочу сперва поздравить Михаила Ефимовича с днем рождения, пожелать ему здоровья, долголетия и успехов. Думаю, эта стипендия поможет мне поступить в престижные вузы, и в дальнейшем собираюсь поступить в факультет нанотехнологий или материаловедения. Мы желаем вам удачи, успехов и всего самого доброго. А сейчас давайте познакомимся со 2-м стипендиатом стипендии «Знанием победишь». Матросова Валерия Аркадьевна,
Ученица 10 класса Тюнгюлюнской средней школы имени Шахурдина с углубленным изучением отдельных предметов. Мегина Кангаласский, Улус Республики Саха-Якутия. Отличница учебы. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Участник республиканского конкурса эссе на английском языке, посвященного 83-летию первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Участница 9-го открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Туризм» WorldSkills Russia. Дипломант 3-й степени в республиканском конкурсе художественного перевода авторских произведений Rhyme Kaleidoscope. Лауреат 2-й степени Всероссийской научно-практической конференции исследовательских работ учащихся «Мир юными глазами» с международным участием с докладом «Сказка, ложь, давней намек». Призер Всероссийской олимпиады школьников по литературе. И мы приглашаем вторую стипендиатку к нам сюда. Валерия, здравствуйте. Поздравляю. Спасибо. Валерия, скажите, за какие достижения, как вы думаете, получили эту стипендию? Я участвовала в различных олимпиадах с начальных классов и в прошлом учебном году стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. А также я участвовала в различных научно-практических конференциях и в соревнованиях WorldSkills. А мы еще знаем, что вы написали эссе на английском языке и посвятили его Михаилу Ефимовичу Николаеву. Скажите, о чем было ваше сочинение? Там я должна была написать о том, какой будет Якутия в будущем. И если кратко, моя главная, основная мысль была такова. Для якутян, для Якутии, главной является все же любовь к природе. И культура крепко-накрепко связана с ней. И если сохранить и любить свою природу, сохранится культура, и таким образом будущее Якутии будет светлым. Вы большая молодец. Мы еще раз поздравляем вас с получением этой стипендии. Ну а сейчас давайте познакомимся с третьей стипендиаткой этой премии. Пак Алисия Андреевна, студентка 2-го курса Якутской балетной школы колледжа имени Аксении и Натальи Посельских, председатель Совета обучающихся, дипломант Корейского международного балетного конкурса в городе Сеул, Республика Корея, 2019 год, почетная грамота участника 8-го международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира», город Сочи, 2019 год, лауреат 1-й степени открытого республиканского конкурса исполнителей классического танца «Дивертисмент» 2021, город Якутск, 2020 год. Лауреат Российской национальной премии «Студент года» 2020 в номинации «Творческая личность», город Москва, 2020 год. Лауреат 3-й степени 5-го международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца «Щелкунчик приглашает», город Екатеринбург. Обладательница специального диплома за артистизм и легкое исполнение в 20-х молодежных дельфийских играх России. Лауреат 2-й степени Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в номинации «Характерный и народно-сценический танец». Победитель телевизионного проекта «Большие и маленькие» телеканала «Россия. Культура». Приветствуйте Алисию в нашей студии. Алисия, здравствуйте. Поздравляем вас. Поздравляю. Алисия, мы насладились вашей красотой, грацией несколькими минутами ранее, когда смотрели сюжет с вашим прекрасным танцем. Скажите, а как давно вы занимаетесь балетом? Я занимаюсь балетом с 3 лет. Меня туда отдала бабушка еще при жизни. И вот с того времени я до сих пор ценю, люблю, творю. Почему решились, почему не изменили этому вашему пути? На мне лежит большая ответственная династия Посельских. И я очень люблю эту профессию, это моя жизнь, это мой хлеб, поэтому продолжаю традиции семьи. Мы желаем вам всего самого доброго, еще раз поздравляем вас
с этой наградой. Как мы уже говорили ранее, что стипендиатами международной премии «Знанием победишь» становятся не только школьники, но и педагоги. И в список педагогов, отмеченных именной премией Михаила Ефимовича Николаева, вошла Алексеева Марина Петровна, заместитель директора по научно-методической работе Актемского научно-образовательного центра Хангаласского улуса Республики Саха-Якутия. Давайте посмотрим визитку. Алексеева Марина Петровна, заместитель директора по научно-методической работе Актемского научно-образовательного центра Хангаласского улуса Республики Саха-Якутия. Призер первого республиканского педагогического хакатона «Цифровое образование. Прорыв в будущее». Декабрь 2019 года. Диплом второй степени. Под ее руководством многие ученики достигли немалых высот. Винокуров Андрей, ученик 9 класса, лауреат фонда Роснано Всероссийской научно-практической конференции «Шаг в будущее. Город Москва». Победитель 3-го Всероссийского педагогического хакатона «Редхак». Инновационные образовательные решения в онлайн-формате. Апрель 2020 года. Слепцова Валерия, Махначевская Фая, победитель Олимпиады НТИ Дальневосточного федерального округа. Васильева Анна, ученица 10 класса, победитель номинации Института прикладной физики Российской академии наук и АСМ, научно-технический конкурс школьников РОСТ АйСЭФ, город Иннополис. Марина Петровна, здравствуйте! Мы приглашаем вас к нам. Примите поздравления. Это маленький вид. Стипендия лауреата Волбука. Марина Петровна, под вашим руководством многие ребята достигли немалых высот. Скажите, а в чем заключается секрет достижения такого успеха? Спасибо. Во-первых, хочу поблагодарить уважаемого Михаила Ефимовича и от имени вашей родной школы Актемского научно-образовательного центра поздравить вас с днем рождения. Крепкого вам здоровья, активного долголетия. И ваши советы, ваши наставления мотивируют нас на дальнейшее развитие в деле процветания и развития подрастающего поколения. Секрет именно в командной работе. Именно коллективом мы можем достичь больших результатов. Спасибо вам. Всего доброго. Еще раз поздравляю. Ну а сейчас давайте познакомимся с еще одним стипендиатом премии «Знанием победишь». Захаров Игорь Нюргустанович, преподаватель, концертмейстер Высшей школы музыки Республики Саха-Якутия, Институт имени Василия Босикова, лауреат республиканского открытого конкурса молодых исполнителей «Новые имена Якутии», лауреат первой премии международного конкурса искусства и образования 21 века, город Киев, Украина, 2011 год, лауреат первой премии международного конкурса молодых пианистов имени Марка Жиркова, город Москва, 2021 год, обладатель специального приза Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия в международном конкурсе молодых пианистов в городе Москва. Игорь Захаров сейчас у нас на связи. Игорь Нюргустанович, добрый день, мы вас слушаем и видим. Здравствуйте, добрый день, уважаемый Михаил Ефимович. От имени стипендиатов, преподавателей и от себя лично поздравляю вас с днем рождения. Я благодарен судьбе, что выпала честь учиться в Высшей школе музыки, основателем которого вы являетесь вы, получить отличное профессиональное образование, воспитание под чутким руководством моего педагога Попова Галины Юрьевны, ведущих преподавателей Высшей школы музыки. В данное время я продолжаю свое образование в ассистентуре стажировки в Казанской государственной консерватории имени Таганова. По окончании хочу вернуться в свою родную школу, преподавателем, заниматься творческой концертной деятельностью. Все свои знания хочу умение передать молодым дарованиям любимой республики. Сегодня в этот торжественный день хочу выразить особую благодарность моей родной школе, моим преподавателям, воспитателям, всему коллективу,
Высшей школы музыки во главе ректора Надежды Михайловны Зайковой. Желаю вам крепкого здоровья, Михаил Ефимович. Спасибо вам за поддержку подрастающего поколения, молодых дарований и новых проектов. Игорь Александрович, от имени общественной комиссии мы поздравляем и передаем большой привет с родной республики. И при первой возможности мы вручим вам знак «Знанием победишь». Спасибо. Мы поздравляем всех лауреатов с получением стипендии «Знанием победишь». А сейчас слово передается первому президенту Якутии, основателю международной стипендии «Знанием победишь» Михаилу Ефимовичу Николаеву. Михаил Ефимович, мы вас не слышим. Можно ли поправить звук? Слышно? Да, теперь слышно прекрасно. Спасибо. Уважаемые коллеги, друзья, единомышленники, мы сегодня 20-й раз 13 ноября встречаемся и вручаем эти стипендии под названием «Знанием победишь» нашим лучших из лучших учителям, ученикам, научным работникам, которые активно занимаются нашими детьми в период подготовки серьезных олимпиад, конкурсов. Я искренне благодарен нашему совету во главе который пунктуально следит за выбором стипендиатов, организует вручение. Тарас Иванович, я искренне вам завидую. Вы так хорошо, великолепно это организуете, поэтому и впредь я надеюсь, что вы продолжите довольно-таки щепетильную, нудную работу. Теперь, как было сказано, я хотел бы из истории рассказать несколько слов нашей стипендии. Мы в 90-е годы, когда утвердили концепцию развития национальных школ республики под эгидой ЮНЕСКО, искали механизмы реализации этой концепции и задачи конкретные, которые мы будем решать. А задачи были таковы, исходя из развития образования в республике. Сперва в нашей республике были начальные школы. Их задача была подготовить родительскую общественность, детей, чтобы они в будущем учились в 7-летних школах. Когда перешли на 7-летнее образование в Якутии, активно подключились те энтузиасты, которые разрабатывали методику преподавания.
по всем предметам. Огромная заслуга в этом принадлежит нашему старшему поколению учительства. Они такие методики составляли и, главное, реализовывали в своих школах, что уже стоял вопрос о переходе к всеобщему среднему образованию. И наша школа, наше образование республики была великолепно подготовлена и перешла на всеобщее высшее среднее образование. Исходя из этого, эволюции развития образования, мы мечтали о том времени, когда республика во всеуслышание объявит о всеобщем высшем образовании. И та концепция развития национальной школы и те новые направления создания новых типов школ, путь авторской школы, путь различные углубленное изучение предметов лицея, гимназии дают право, что мы в верном пути. И первейшую задачу поставили в 90-х годах, что не менее 70% выпускников наших средних школ должны поступить в высшее учебное заведение. Этим самым мы громко заявили, что Якутия, его образовательное пространство готовится к переходу к всеобщему высшему образованию. И не случайно у себя в республике открывали высшие учебные заведения. Это небывалые были случаи. Мы стремились через ЮНЕСКО выходить на международный уровень. Посмотреть, какая страна владеет хорошими разработками по методике преподавания, как ищет таланты, как в раннем воспитании занимаются те или иные страны. Вот постепенно республика накопила довольно большой опыт работы, включая проведение уже международных олимпиад Туймада. Уже где-то, если память не изменяет, где-то 27-й год проводится эта олимпиада по физике, по химии, по информатике и математике. И тогда зародилась идея еще идти дальше, найти талантов. Вот. Открыли с этой цели, решая эту задачу, физико-математический форум «Ленский край», где мы системно, планово, из года в год, из месяца в месяц проводили, искали талантов, организовывали различные олимпиады, различные конкурсы, таким расчетом, что выявить таланты. И сегодня этот форум преобразован в Малую академию наук. Поощрять надо детей, поощрять надо учителей, поощрять надо научных работников, которые подключаются к этому процессу. И вот мы сегодня, правда, онлайн, это второй год онлайн мы проводим, в прошлом году тоже вручение было по онлайну и нынче. Но надо сказать, что Нобелевские премии нынешнего года уже по месту работы лауреатам вручали. Так что мы онлайн все же проводим, общаемся, собираем своих лауреатов. Здесь сказали о тех ребят, которые после получения, как у них складывается жизнь. Преобладающее большинство, они правильно
профессионально ориентированы были и нужную, любимую специальность избрали и работают по этим специальностям. Я из многих ребят могу назвать Петра Сивцева, который в 2006 году окончил республиканский лицей и поступил в довольно престижный, в недалеком прошлом закрытый, это институт, готовящий ядерщиков, физико-технический институт. Успешно закончил его, защитил кандидатскую диссертацию и сегодня работает у нас в республике, в федеральном нашем университете и возглавляет суперкомпьютер Ариан Кузьмин. То есть он по избранной специальности, можно сказать, продолжает работать и работать очень плодотворно. Здесь было названо имя Александра Георгиевича Мажука. Когда он получал в 2013 году у нас звание лауреата стипендии первого президента, он был доцентом Московского государственного университета имени Ломоносова. Он очень искренне, душой помогал нашим ребятам стать химиком, владеть химической наукой. Вот. Позже он стал ректором Московского государственного университета имени Дмитрия Ивановича Менделеева. А нынче он избран депутатом Государственной Думы и сегодня в высшем законодательном органе заседает наш лауреат. Спасибо огромное, Михаил Ефимович. Мы еще раз поздравляем вас с днем рождения и желаем огромного здоровья, дальнейших успехов и всего самого доброго. Дорогие друзья, на этом наша торжественная церемония вручения международной стипендии «Знанием победишь» завершена. Мы еще раз поздравляем всех лауреатов, желаем дальнейшей плодотворной работы. И к поздравлениям присоединяется Анастасия Павлова, студентка первого курса Высшей школы музыки имени Босикова. Mm-hmm.